Думал, слушай, я думал, что-то говорю, да? Вот то, что вот эти деньги показали, самое главное, вот иногда бывает, что мы умом верим, а душа не верит. Потом душа поверила, раз у тебя тело не верит. Ой, такого не бывает, такого не бывает. Если нас 70 лет, наших мам, пап, наших бабушек, дедушек, да, воспитывали по-другому, оно без наханозда другое у нас передает по наследству вот это мышление, что ты должен пойти в детский садик, если есть, потом должен пойти в школу, потом получить хорошие отметки, потом пойти поступить в университет, потом ты должен всю жизнь отработать до пенсии, да? Ну, мужчина 63 года, сейчас женщина во сколько выходит? 61 год, да? Все-таки 61 год. И вот так стандартно, и зарплата обычно бывает у нас вот. Вчера я буквально, разговаривали, да, она говорит, я хотела выйти на работу, у меня, говорит, подруга работает в охране 70 тысяч тенге. То есть у нее стандарт 70 тысяч тенге. И может... Нельзя же, сейчас 80. Ну, 85, да? Да, 85, сейчас 70. Ну, пускай будет 85. И вторая работа, полставки там, да, еще там 45 или сколько полставки будет, да? То есть 120 тысяч тенге, вот здесь ограничение сидит. И вот самое главное вот это снять. Снять вот это происходит. Почему я говорю об этом? Когда-то я тоже зарабатывал. Я вот после развала Союза, когда началась вот эта рыночная экономика, многие мужики, особенно мужики, не знали, что делать. Руки опустили. Кто-то, конечно, своим делом начал заниматься, кто-то начал просто пить в деревнях, вот именно ауданно. Женщины начали челночить, да, но кто-то верил, кто-то не верил, да, и начали трудиться. Я тоже хотел на завод устроиться, говорят, чтобы устроиться, там надо $500 дать. Я говорю, и они же мне должны платить, зачем я буду заводу платить, чтобы туда устроиться? Здоровье тратить еще, я в то время понимал. Я начал заниматься вот через методом проб и ошибок торговли на улице, потом начал возить товары, да, и потом я пришел в сетевой маркетинг. Когда я пришел в сетевой маркетинг, тоже все говорили. А, кстати, когда я начал заниматься традиционным бизнесом, торговлей, мне тети сказали, жезделерім, апайларым, бәрі собрание устроили мне в 90-х годах. Ой, Ерлан, ты что, елді қанап жатырсың, туда-сюда, нельзя, это как называется, спекуляция, туда-сюда. Через год они все открыли магазины, потому что у меня деньги появились. Они увидели. Здесь происходит то же самое. В сетевой маркетинг, когда я пришел, да, единственное сейчас, почему у меня TikTok заблочили, сейчас много финансовых пирамид появляется, которые говорят, вложи, ничего не делай. Ребята, здесь трудиться надо. Год, 2-3 года. Ну что хорошо, 3 года здесь вложиться. Вложиться не деньгами, ребята. Кредиты брать не надо. Найдешь 70 тысяч тенге на покупку продукта, да? Вот, ну, 60-70, да, примерно я говорю. Для себя купи, любимого, скушай продукт, потом, так же, как и я, у меня было 15, у Булата 15, у меня 11. Мой наставник 15 кредитов был, у меня 11 кредитов. Все закрыл. Дают. Знаете, когда-то Каспий банк давал, просто заявку дал, они дали. У меня хотя работы не было. И в том банке, за счет племянницы, за счет сестренки, на жену оформил на разных людей, потом мы, оказывается, продавали свое будущее. Сейчас я тоже избавился от всех кредитов, вот в этом году избавился от кредитов, и мы съездили командой отдыхать вот, в Дубае, Айнур был, Талгат, Айжан тоже, да, мы все вместе съездили, да,